На 40. 8, 9, 10. Мы работаем в нашей академии 2020 года, вот, поэтому мы вообще не отбираем детей, у нас ходят все желающие дети, это главное, чтобы у них желание было. У нас очень крутая, уникальная методика, которую мы прошли это все через себя, то есть я, да. И вот началась как пандемия, я вот подумала, ну вот и пришел тот момент, когда можно посмотреть, работает ли вообще методика или нет. И вот когда мы работали уже через онлайн, я уже там через сколько-то там дней я уже понимала, что методика очень такая рабочая, потому что я не касаюсь детей, я им даже не показываю. Это все говорится, и ребенок только через себя, если он понимает, работая с головой, он сам над собой работает. Но перед тем, как чтобы ребенок это все понимал, мы, конечно же, изучаем здесь, что, где у нас, во-первых, находится. Поэтому дети к нам ходят с 4 лет. Я, то есть, делю детей на 4 направления. Приходят дети очень сильные. Приходят дети те, которые очень-очень гибкие. Дети, которые очень координированные. Это выносливость. Дано всем. И приходит ребенок очень выносливый, например, и совершенно не сильный, не координированный и не гибкий. И мы тогда по этим 3 направлениям потихонечку работаем. А приходят, например, гибкие, то мы силушки богатырской добавляем. Вот, сложная, да, очень сложная методика на самом деле, потому что дети растягиваются, это все делают сами, но тем не менее результат просто потрясающий. У них очень красивая фигура. Исчезают якутские наши колени, ну, в кавычках, да, якутские колени, то есть торчащие коленочки. У нас становятся очень красивые вытянутые ноги. На отчетном концерте в мае мы поставили 25-минутный спектакль танцевальный «Кандыкан», где показали как шоу-программа, в общем. Это было, как современная хореография с акробатикой. Академия вообще этноакробатической хореографии «Кандыкан», поэтому у нас, в принципе, еще и связано оно и с севером тоже. У нас еще и КМНС, дети, бесплатно. Да? И мы берем абсолютно нулевых детей, которые не растянутые. Мне с ними работать удобнее, нежели уже с растянутыми девочками. Мы занимаемся не только еще и хореографией, и спортом. Конечно же, мы не забываем про свои истоки. Это наши народные танцы, якутские танцы. Я являюсь еще руководителем регионального отделения по роуп-скиппингу, и это спортивная скакалка. И у нас дети обязательно начинают уметь прыгать на скакалочке. А мы участвуем и на республиканских, и на городских, и еще и на всероссийские. Вот 2 раза выходили. 2022 год, мы в прошлом году этого же месяца были в Санкт-Петербурге на Балтийской танцевальной Всемирной Олимпиаде и заняли 2 место вот именно со сказкой «Кандыкан». Вообще, когда мы уезжаем с выездом, и подчеркивают, что у нас совершенно другая, например, музыка, да? У нас всегда есть барабаны, там, национальные инструменты, хмуз, например, под музыку. Потому что методика на самом деле, я к ней пришла очень долго. И когда видит результат через месяц, это очень круто.